Основная проблема, с моей точки зрения, я же занимаюсь исследованием наук разных вещей. С моей точки зрения, основная проблема в том, что на той скорости, на которой мы общаемся в этих социальных сетях, у нас отсутствует доступ к экспертизе. Потому что большая часть фактов, большая часть источников, большая часть людей, которые являются носителями знания, находятся за пределами той среды, в которой мы с вами общаемся. Это означает, что, к сожалению, большая часть того, обсуждения, которое происходит онлайн, вообще ни гроша луну не стоит. То есть является, в принципе, абсолютно гоном, иллюзией, просто полный трэш. Как это могло случиться? Ну, это просто потому, что мы привыкли, что в коммуникации должны быть какие-то ориентиры, какая-то правда. То есть, если вы вспомните ваши школьные годы и вспомните, о чем вы с друзьями в школе общались, я понимаю, что вряд ли там тоже была какая-то большая правда или какие-то факты, или что. Но вам всем было весело, правда? И мне тоже было весело. Но вот мы сейчас немножко в таком детстве пребываем онлайн. И это большая проблема, потому что вот эта новая среда, она же сформировала некую общность. Личности уже нет. То есть личность, люди не чувствуют границы себя. Люди стали группами. Понятно? То есть никто не живет сам по себе онлайн. Это невозможно. С кем ты будешь общаться? Когда просто ты выходишь из сети, тебя там нет. А если ты групповое уже существо, то в этот момент ты теряешь на самом деле свои личные ориентиры и свои личные стратегии. То есть люди онлайн в первую очередь что делают, когда встречают новую информацию? Как вы думаете? Они стараются ее понять? Да ладно. По-моему, они стараются ее отбить. Это вроде тенниса. Вот идет новая информация, идет подача. Значит, каждый, кто в этом комьюнити является членом этой группы, каждый человек таким образом воспринимает эту информацию как угрозу ценностям своей группы. Это же новое. Оно, скорее всего, не соотносится с нашими ценностями. Ну, похоже, что может как-то и не соотнестись, да. Ну, значит, первая моя реакция, я как гладиатор должен ринуться навстречу этой новости, нанести ей сокрушительный удар. Мне написать сложно. Ну, я говорю просто сложно, но это вы же понимаете. Не-не-не, это просто такой мем. Они пишут так, 15-летние, да. Когда к ним заходит какая-то интеллектуальная шутка, они пишут сложно. И это очень смешно не считается. Это не весело, потому что у них